На уходящей неделе заседание Совета глав государств СНГ, которое должно было состояться в пятницу в Ташкенте, и встреча министров иностранных дел, намеченная на 15 октября, перенесены на неопределенный срок. Посольство США в Бишкеке заявило, что граждане Кыргызстана и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику, а также призвало все соседние государства и международные организации уважать суверенитет Кыргызстана, в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия. В Бишкек прилетал замруководителя администрации российского президента Козак, который встретился с Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым. Они провели встречу втроем. После чего Кремль заявил, что Россия приостанавливает финансовую поддержку Кыргызстану. Евросоюз объявил, что Жээнбеков является единственной легитимной властью в Кыргызстане. Президент Жээнбеков на неделе повторно ввел в Бишкеке чрезвычайное положение с комендантским часом, но парламент снова уклонился от утверждения такого режима. Начавший исполнять обязанности президента Садыр Жапаров назначил председателем ГКНБ Камчыбека Ташиева, его первым заместителем Мама Садыкова, а Абсатаров стал директором антикоррупционной службы вместо Сагынбека Исмаилова. До этого, став премьер-министром, Жапаров сменил первого вице-премьера и двух других вице, а также министров финансов, иностранных дел, внутренних дел, транспорта, образования, чрезвычайных ситуаций, здравоохранения, культуры и глав КСИНа и Госкомитета промышленности. Досалы Исеналиев стал главой госкадровой службы, главой таможенной службы Мамбет Джунушева вместо Торутаева, а Финпол возглавил Саймых Джапыкеев. Еще до этого, перед своей отставкой, Жээнбеков назначил секретарем Совета Безопасности Дюйшебаева, а начальником Генштаба Эмиралиева. Жээнбеков также уволил посла в России Жексенкулова. Такой массовой смены кадров за такой короткий промежуток времени ранее не было. Председатель Верховного суда Калиев заявил, что за каждое незаконное решение судьи теперь будут нести персональную ответственность. Абдрахматова сложила в себя полномочия члена ЦИКа. Ушли в отставку главы пресс-служб президента, парламента и правительства Стамалиева, Нуракун-Улу и Исенгулов. Жээнбеков перед своей отставкой присвоил звание генерала двум замминистров внутренних дел Каниметову и Оразалиеву, а также первому зампреду ГКНБ Салиеву. Заместитель начальника службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Болпонов во время выяснения отношений в своем кабинете стрелял в своего подчиненного. Начато внутреннее расследование. ГКНБ возбудил досудебное производство по фактам коррупции на таможне. Верховный суд отменил судебный приговор в отношении Мурзахматова и отправил его дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. ГКНБ сообщил, что в ночь с 5 на 6 октября судья Первомайского районного суда Бишкека подписал постановление об изменении меры пресечения Атамбаева под давлением, после чего тот покинул СИЗО. Гражданского мужа Ширин Айтматовой Сыргака Кенджибаева, выпущенного из-под стражи тоже 6 октября, вновь водворили в СИЗО-1. Экс-премьер Жантуре Сатыбалдиев и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев добровольно вернулись в колонии. ЦИК вернул Эмирбеку Текебаеву депутатский мандат вместо добровольно сложившего себя полномочия депутата Садыка Шернияза. И на другой день, в пятницу, Текебаев принял участие в сессии парламента, на которой была принята отставка президента. Директором ОТРК стал Бактияр Алиев. До него после отставки Жайнака Усена-Улу на этой должности за 10 дней побывали Джилдыз Бакашева и Мирлан Самыйгоджо. Бывший премьер-министр Сапар Исаков и бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов ударились в бега. Партия «Справедливая Россия» попросила кыргызские власти освободить из заключения Атамбаева. Число заразившихся коронавирусом в стране превысило 51,5 тысячи, а количество умерших от ковида перевалило за 1100 человек. Штаб Союза народных дружин провел встречу волонтеров для подготовки их ко второй волне эпидемии ковида. Курс доллара к сому превысил 81 сом.